Представители Министерств сельского хозяйства Абхазии и России обсуждали проблемы, касающиеся сельского хозяйства нашей республики. В частности, речь шла о продолжении совместных мероприятий по борьбе с насекомыми-вредителями и в этом году. В 2019 году российская сторона готова выделить нам более 100 миллионов рублей, а конкретно это около 139 миллионов рублей. Это в виде лекарственных препаратов, в виде ранцевых опрыскивателей, в виде спецодежды, феромоновых ловушек, их 2 вида. Это очень дорогостоящее такое удовольствие. Как известно, проблема с распространением коричневого мраморного клопа существует во всех районах республики. В прошлом году использовались 2 метода борьбы с клопом. Это обработка сельхозугодий ядохимикатами и механическое приманивание насекомых с помощью ароматизированных средств в специальные ловушки. Специалистами было также подмечено, что популяция насекомого вредителя уменьшилась и благодаря механическому сбору мраморного клопа. Тем самым был предотвращен ущерб на 6 миллиардов рублей. По данным Минсельхоза, в прошлом году было обследовано около 25 тысяч домовладений и собрано около 5 тонн вредителя. И в этом году, с наступлением весны, подобный метод устранения клопа будет возобновлен. Мы будем обсуждать на коллегии Министерства сельского хозяйства, материалы уже розданы. Мы планируем по механическому сбору выделить средства от 5 до 7 миллионов рублей. Помимо мраморного клопа, большой ущерб сельскохозяйственным угодьям наносят и грибковые заболевания, вызванные различными видами микроскопических паразитов, которые вызывают гибель плодов деревьев. Кроме того, появилось еще одно насекомое-паразит – фундучный усач. Личинки этого жука-вредителя прогрызают сердцевину побегов, что впоследствии приводит к увяданию всей ветви. В прошлом году около 70% урожая ореха фундука пострадало из-за насекомых-вредителей. В этом году Министерство сельского хозяйства Абхазии также продолжит лечение ореховых плантаций. Относительно недавно в Абхазии появился еще один жук-вредитель, который наносит колоссальный ущерб пальмовым насаждениям нашей страны. Впервые в республике очаги заражения пальмовым долгоносиком были выявлены в Гагарском районе. Затем долгоносик добрался и до столицы. Зараженные личинками жука пальмовые насаждения были срублены и сожжены. Как и в прошлом году, все пальмы, произрастающие в городах республики, будут обрабатываться пестицидами. Лекарственные препараты уже приобретены. Количество пальм, которые в прошлом году провели лечение, их 2200 корней на территории Республики Абхазия. Это начиная Гагарского района, Фон, Гудаута, город Сухум. В этом году мы уже закупили лекарственные препараты, находятся заскладированы, находятся на территории Республики Абхазия. По этому вопросу мы уже готовы провести лечение по технологии, по которой существует утверждена Минсельхозом Республики Абхазия. Министр сельского хозяйства Амиран Какаля рассказал, что на встрече с российскими коллегами также обсуждались вопросы об упрощении перевозок сельхозтоваров через границу, а именно о создании фитосанитарных пунктов на территории республики, где специалисты из России будут проводить проверки грузовых машин с экспортируемой сельскохозяйственной продукцией до прибытия на КПП ПСОУ. Специалисты Российской Федерации будут находиться здесь, чтобы машины, грузоперевозочные компании, и наши машины, фуры так называемые, чтобы не стояли там на границе. Это будет соответствующий механизм. Этим занимается сейчас республиканское унитарное предприятие «Абхазпродэкспорт». Этот вопрос в случае положительного разрешения даст стимул более такой легкий проезд через границу. Обработка цитрусовых и плодовых насаждений ядохимикатами будет возобновлена к весне. Саиджар Сали, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.